Стамбуле поздняя ночь, но собравшийся на площади Таксим народ расходиться не собирается. Сразу после попытки переворота Реджеп Тайип Эрдоган стал призывать людей выйти на улицы и, как он заявил, защитить турецкую демократию. Призывы выйти на улицы звучали со всех мечетей. Операторы сотовой связи рассылают сообщения с аналогичными обращениями. Власти Стамбула объявляют трехдневный бесплатный проезд на метро, чтобы людям было легче добраться до мест проведения митингов. Подобные акции проходили во всех главных точках Стамбула и были хорошо спланированы. Митингующим бесплатно раздавали флаги и майки, а песня про Эрдогана стала своего рода гимном митингующих. На следующий день после попытки переворота начались аресты подозреваемых в организации и участии в мятеже. На данный момент, по сообщениям турецких СМИ, задержаны более 6 тысяч человек. И, по всей видимости, эта цифра будет расти. С улицы Стамбула уже убраны танки и другое военное оборудование. Все, что нам удалось найти после попытки несовершившегося переворота, это вот эти гильзы на Босфорском мосту. Многие из тех, кто пришли защищать Эрдогана на улице Стамбула и развивают флагами и турецкими знаменами, говорят о том, что они защищают турецкую демократию. Однако гражданские активисты утверждают то, что после попытки несовершившегося переворота в Турции еще больше могут сократить их гражданские права. И даже предупреждают о грядущей диктатуре Эрдогана. Сама идея демократии в Турции сформулирована как правление большинства. Это большинство, именно около 51%, поддерживает нынешнего президента. Остальные 49% в основном светские турки, религиозные этнические меньшинства, либеральные журналисты, курды, представители ЛГБТ, которые хотят отставки Эрдогана, считают, что их теперь оттеснили. Я думаю, что последний раз, когда люди, гражданское общество могли собираться и протестовать, был в парке Гези. Самое большое опасение у светских турков вызывает то, что теперь их страна может перестать быть светским государством. Люди, которые были на улицах и кричали «Аллаху Акбар», и как будто объявляли Эрдогана королем, прославляли его, они испугали всех остальных. Я думаю, что мы наблюдаем конец современной Турции, ее движение в сторону исламистского режима. Мы сейчас живем буквально в недемократической стране. Она не была такой и до переворота, и я боюсь, что сейчас демократии будет еще меньше. Я беспокоюсь, я в ужасе. Однако сторонники Эрдогана утверждают, что и этого они не хотят. Те, кто хотят затащить нас в пучину хаоса при помощи переворота, потерпят неудачу. Вам не сломить наше единение и солидарность. В своей новейшей истории Турция пережила 4 военных переворота. Последний неудавшийся был в 1993 году. Многие турки говорят, что военные перевороты – это дела, оставшиеся в прошлом веке. А 60-летняя Айше подытожила все так. Это самое большое предательство Турции. В такие времена переворот или даже планирование переворота просто инфантильно. Возможно ли, чтобы он был успешен? С точки зрения демократии это все неправильно. Но как им к этому пришли и что сделала параллельная структура? Правительство было с Гюленом 12-13 лет и соглашалось на все. Никто не должен делить страну. Общей для всех она останется. Однако будут ли гарантированы равные права для всех в этой стране после событий на прошлой неделе, это именно то, что волнует сейчас ее жителей. Шахида Якуб, Латиф Юд, Шахрух Саибов. Настоящее время. Стамбул.